Добрый день, коллеги. Меня зовут Федорова Ольга Ремовна. Сегодня отмечается Международный день детского церебрального паралича. И сегодня на вебинаре мы с вами поговорим об этом заболевании. В детском саду для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата я проработала более 30 лет. Накоплен большой опыт в реабилитации детей, особенно детей с последствиями детского церебрального паралича. На вебинарах я хочу поделиться с педагогами своим опытом восстановления двигательной активности ребенка. В больших городах есть специализированные детские учреждения, специализированные детские сады, реабилитационные центры при детских поликлиниках, где оказывают помощь деткам с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Но есть ведь еще сельские районы, есть еще детские сады в селе, в деревне, где ребенок такой приходит в детский сад, и воспитатель не знает, как разговаривать с этим ребенком, как ему помочь, что с ним делать. И вот именно таким воспитателям я и хочу посвятить сегодняшний наш вебинар. Он называется «Помощь воспитателю». Тема вебинара – педагогические и медицинские аспекты в работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Какие же категории детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата посещают специализированный детский сад? Это дети с поражением головного мозга. Это дети с последствиями ДЦП, у которых первичными являются двигательные нарушения. Дети с ортопедическими заболеваниями. Это врожденные вывихи тазобедренного сустава, врожденные дисплазии тазобедренного сустава, сколиозы, косолапия, ювениальный ревматоидный артрит, то есть заболевания суставов. В детский сад ходят дети с врожденными аномалиями конечностей, с аномалиями позвоночника. Аномалии конечностей какие у детей? Это могут быть сросшиеся пальчики на руках, на ногах. Это могут отсутствовать вообще пальчики на какой-нибудь конечности. Это может быть укорочение или руки, или ноги. Это может быть отсутствие какого-нибудь позвонка или лишний позвонок у ребенка. Может быть спинномозговая грыжа. Также детский сад посещают дети с двигательными нарушениями, которые были получены в результате травм. Чаще всего это дети после автомобильных аварий, дети, которым приходится учиться снова стоять, сидеть, двигаться. Также ходят дети с генетическими заболеваниями, которые сопровождаются двигательными нарушениями. Что такое детский церебральный паралич? Разберемся в этом понятии. Этим термином обозначают целую группу заболеваний, которые проявляются прежде всего в двигательных расстройствах. Одна из форм ДЦП – это спастический гемипарез, когда поражены односторонняя рука или нога, но руки поражены сильнее. Вот для того, чтобы представить себе, что такое спастический гемипарез, представьте себе человека, который перенес инсульт. У него также поражены односторонние, с одной стороны, рука и нога. При ходьбе человек тянет ногу, рука приведена к туловищу. Кисть находится в положении пронации. Ладонь повернута назад, пальцы зажаты в кулак. Большой палец приведен к ладони. Давайте разберемся с такими понятиями, как пронация и супинация. Мы с вами сейчас поиграем в игру «Суп налил, суп пролил». Приготовьте свою ладошку. Сделайте ее положение ладонь кверху. Это у нас положение супинации. Как запомнить? Сегодня я варила дома суп-рассольник. Налила его в чашечку. Суп-рассольник.
Супинация, положение супинации. Ой, нечаянно суп пролила, положение пронации. Еще разочек. Сегодня у меня рыбный суп, положение супинации. Ой, нечаянно я несла, и суп пролился, положение пронации, суп пролился. Вот эти два термина необходимо знать, потому что мы будем говорить о манипулятивной функции руки, и с этими терминами мы столкнемся. ДЦП напоминает инсульт у человека. ДЦП напоминает инсульт у взрослого человека. Однако детский церебральный паралич – это заболевание, которое возникает с рождения, либо в результате инфекции внутриутробной, либо в результате травмы, которую ребенок получает при рождении. А инсульт – это приобретенное заболевание. У человека, который перенес инсульт, сохранилась мышечная память. Как повернуть руку, например, при умывании. Вот эта мышечная память сохранилась, и человек может скорректировать свое движение. А у ребенка с последствиями ДЦП нет не только двигательных навыков, но и правильных представлений о том, какими они должны быть. Вот возьмем пример такой. Ребенок умывается. Как здоровый ребенок умывается, он подставляет свои ладони под струю воды и умывается. А ребенок со спастическим гемипарезом, у него поражена одна рука, скажем, левая рука поражена. Он подставляет под струю только правую руку, а левая рука у него висит, отдыхает, скажем так. Так вот, ребенка надо научить правильно подставлять под струю воздуха левую руку. Это будет процесс очень длительный, медлительный. Можно очень долго учить этого ребенка, но ребенку надо дать понятие, как правильно сделать это, что надо ладошку повернуть и подставить под струю воды. Что должен в этом случае сделать воспитатель? Он должен своей рукой повернуть руку, пораженную руку у ребенка. Длительный, медлительный процесс. Но этому надо учить ребенка, чтобы он имел представление о том, как это делать правильно. Какие формы детского церебрального паралича бывают? Это спастическая диплегия. При этой форме заболевания поражаются преимущественно ноги. Руки в этом случае страдают меньше, что облегчает развитие у таких детей манипулятивной деятельности. Также облегчает навыки самообслуживания. Двойная гемиплегия. Наблюдается тяжелое поражение всех 4 конечностей. Руки поражаются в той же степени, что и ноги, а иногда даже сильнее. Развитие двигательных функций у таких детей крайне затруднено, и без помощи взрослого этому ребенку очень трудно. Следующий диагноз – это спастический гемипарез. Это одностороннее поражение руки и ноги. В таких случаях двигательное развитие ребенка зависит от степени поражения конечностей. Как правило, такой ребенок осваивает навыки самообслуживания, ходьбу и нередко может обучаться в обычной школе. И здесь надо учитывать то, что у детей с ДЦП еще и поражается интеллект. Если интеллект у ребенка сохранный, то он идет учиться в обычную школу. Следующая форма – это гиперкинетическая форма. Осуществление произвольных движений затруднено за счет насильственных движений, гиперкинезов. Имеет место нарушение тонуса мышц. Из-за этого затрудняется развитие манипулятивной деятельности. По степени поражения детский церебральный паралич имеет следующие формы. Тяжелая форма, форма средней тяжести и легкая степень поражения. У нас в детском саду были дети всех форм, и тяжелой, и средней, и легкой степени поражения. А теперь немножечко вернемся еще раз к медицинским терминам. Что такое спастика? Это повышенный тонус в большинстве скелетных мышц. Гемипарез – это заболевание, которое характеризуется
недостаточной чувствительностью в одной части тела, неполный паралич, плохая передача нервного импульса в конечностях и ослабление мышечного тонуса. А гиперкинезы – это непроизвольные движения, которые внезапно возникают в мышцах по ошибочной команде мозга. В чем проявляются двигательные нарушения при детском церебральном параличе? Особенностью двигательных нарушений у детей с ДЦП является не только трудность или невозможность выполнения тех или иных движений, но и слабость ощущения этих движений, в связи с чем не формируется правильное представление о движении. Мы уже говорили, что вот когда ребенок умывается, у него нет представления, что надо вторую руку поднять, повернуть ее. Он не умеет даже этого делать, он не представляет, как это сделать. Следующее нарушение – это недостатки общей и мелкой моторики. Нарушение походки. Походка неустойчивая, шаркающая, неуверенная. Ребенок ходит широко расставленными ногами для того, чтобы сохранить равновесие. Бывает и неравномерность шагов, может быть семенящая походка. У ребенка встречаются нарушения осанки. Именно вот в дошкольном возрасте нарушение осанки формируется у ребенка. А это чревато тем, что страдает сердечно-сосудистая система и страдают органы дыхания. Нарушение координации движения. Вот ребенку, если дашь задание, пройди, отнеси игрушку в корзину по узенькой дорожке, ребенку с ДЦП очень сложно это сделать, потому что у него нет координированных движений. У ребенка нарушены пространственные представления. Нарушена опороспособность стоп. Дети ходят с опорой на носочки. Ведь здоровый человек, здоровый ребенок, как он идет? Он ставит ногу на пятку, а потом на всю стопу. А детки с ДЦП, они ходят с опорой на носочки, поэтому у них такой бывает такая семенящая походка. Встречаются нарушения манипулятивной функции руки, невозможность выполнить бытовые навыки, навыки самообслуживания. Бытовые навыки, навыки самообслуживания, они все выполняются, когда руки расположены, супинированы, значит, в положении суп налил. Ну и нарушение тактильных ощущений. Нарушение тактильных ощущений – это нарушена кожная чувствительность. Вот в литературе читаешь, что дети с ДЦП чувствуют так, как будто бы у них на руки одета перчатка. И вот эта чувствительность кожная у них нарушена. Какие сопутствующие расстройства при детском церебральном параличе? Кроме того, что при поражении мозга задет двигательный центр, у ребенка нарушение эмоционально-волевой сферы, нарушение поведения, интеллекта, нарушения речевые, нарушение зрения и слуха. Для большинства детей с ДЦП характерна повышенная утомляемость. Дети с трудом сосредотачиваются на задании, быстро становятся вялыми, раздражительными, плаксивыми. Часто бывает, если у ребенка что-то не получается, он может, например, выполняет задание какое-то, или рисует, или аппликацией занимается. Он может все скинуть со стола, расплакаться и сказать: я больше ничего делать не буду. Может быть такое состояние у ребенка. Какая же должна быть коррекционно развивающая среда в группе, где работает воспитатель, в которой есть детки с заболеваниями опорно-двигательного аппарата? Что же я рекомендую? Я рекомендую, во-первых, стойку «Проверь осанку». Она используется для формирования привычки сохранять правильную осанку. Это может быть плоскость, прикрепленная к стенке, или сторона у шкафа, но сторона без плинтуса. Ребенок встает к этой стеночке, прижимает пяточки, прижимает ягодицы, прижимает лопатки, голову и постоит
такой позе для того, чтобы мышцы запомнили эту правильную позу. Так проверять осанку можно ребенку с ДЦП, например, со спастической диплегией. Но если у ребенка тяжелая форма заболевания, ребенка можно посадить на стульчик к этой опоре, чтобы он ягодицами, поясницей и спиной, головкой чувствовал свою опору, для того, чтобы у него осталось вот это вот мышечное чувство. На каждом занятии, физкультурном занятии или когда ребенок приходит в садик, у детей уже выработалась привычка сохранять привычка проверять осанку для того, чтобы вот эта вот привычка сохранилась, для того, чтобы у него воспиталась привычка. Мотивация нужна. Нужно детям объяснять, для чего нужна правильная осанка, как потом, если нарушена осанка, как ребенку становится тяжело дышать, как у него сердечку неуютно, как ему неуютно желудочку, который принимает пищу. Если правильная осанка, ребенок очень хорошо себя будет чувствовать. Следующее – гимнастическая стенка. Воспитатели не очень любят присутствие гимнастической стенки, потому что детки начинают залезать по этой стенке, лазать. Это значит воспитателю лишняя забота, что надо контролировать детей. Гимнастическая стенка нужна для того, чтобы ребенка правильно научить приседать с опорой на полную стопу. Ребенок держится за перекладину гимнастической стенки и приседает. Перекладина гимнастической стенки нужна для того, чтобы совершенствовать хватательный рефлекс, хватательную функцию руки. Ребенок держится за перекладину то в положении супинации, то в положении пронации. Он своим мышцам показывает, как надо работать в той или иной ситуации. Я рекомендую зеркало во весь рост ребенка. Для чего? Оно необходимо для осуществления самоконтроля за симметричным удержанием головы и туловища. Необходимо формировать у ребенка привычку держать голову прямо. Дети с ДЦП очень часто сидят с опущенной вниз головой. Казалось бы, от чего это происходит? Вроде слабость мышц шейного отдела позвоночника. Но это происходит от того, что нет координированного движения между мышцами передней части туловища и задней. У ребенка передние мышцы, грудные мышцы, они спазмированы, а мышцы на спине, они растянуты. И вот эти спазмированные мышцы, они тянут голову вперед. И если голова у ребенка опущена, то ему очень трудно удается выполнять задания по рисованию, по аппликации. Ему сложно выполнять любое движение. Вот представьте маленький ребенок. У него начинается развитие движения с того момента, когда ребенок начинает держать голову. Он поворачивает голову вправо, влево, может приподнять головку назад, приподнять головку из положения лежа на животе, из положения лежа на спине. И вот начинается развитие движений. А ребенку, перенесшему детский церебральный паралич, это очень сложно сделать. И что ребенок с опущенной вниз головой видит перед собой? Только небольшое пространство. Поэтому воспитателю даже не приходится, это как бы его обязанность напоминать ребенку о том, чтобы ребенок свою голову держал по средней линии. Что здесь можно делать? Тоже играть. Вот, например, возьмем игрушку «Петушок». Выучите с детками стихотворение. Голосистый петушок гордо носит гребешок. Напомните ребенку, что надо проверить осанку, сесть красиво и представить, что у него на голове гребешок. И ребенок невольно поднимет голову. Он представит, что у него на голове красивый гребешок. А можно и таким способом
скорректировать положение? Просто показать ребенку петушка или подойти и поставить на стол этого петушка? Если ребенок уже у него выработана привычка, и он знает, для чего поставили эту игрушку на стол, он поднимает голову. И у него уже двигательная активность становится больше. Ну, а зеркало необходимо для того, чтобы ребенок чаще контролировал свои позы, чтобы он видел себя в зеркало, чтобы он мог скорректировать. Если он наклонил головку, значит, он поднял, он видит себя в зеркало. Следующее, что рекомендуют в группах иметь, это вертикализаторы для тренировки прямостояния. Конечно, это могут быть фабричные вертикализаторы, а могут быть и вертикализаторы, сшитые из ткани. У нас были в детском саду и фабричные, и сшитые из ткани. Тканевые прикрепляются к гимнастической стенке. Для чего нужны такие вертикализаторы? Они необходимы для того, чтобы формировать у ребенка прямостояние. Вот для чего прямостояние нужно ребенку? Для того, чтобы ребенок пошел, ему нужно научиться стоять. Ему надо научиться держать себя в пространстве. И вот эти вертикализаторы помогают этому процессу. Ребенку очень сложно, очень боязно бывает оторваться от стенки, чтобы сделать хотя бы один шаг. Только когда у него воспитано вот это вот положение, вертикальное положение в пространстве, он тогда начнет делать первые шаги. Но это тоже очень длительный процесс, очень медлительный процесс. Он может длиться годами, может месяцами, может длиться годами. Может и во взрослом состоянии. Не ребенок уже, а взрослый человек не научиться ходить. Но все равно научиться стоять – это задача не только воспитателя, а задача всего коллектива детского сада, который работает в детском саду. Здесь и медики, и инструктор по физкультуре, и воспитатели. Так, дальше рекомендуется иметь следовые дорожки для тренировки опороспособности стоп, ритмичности шага. Ну, следовые дорожки теперь можно приобрести в магазине. Следовые дорожки воспитатели народотворческие шьют сами. Помогают им в этом родители. Для детей с косолапием и приведением стоп используются они для правильной постановки стоп, следовые дорожки. Массажные коврики, мешки с наполнителями для профилактики плоскостопия. Массажные коврики тоже приобретаются в магазинах, а мешки с наполнителями могут сделать родители для своих деток. У нас были мешки с наполнителями с фасолью, с бобами, с горохом, с песком, с мягкими наполнителями, для того, чтобы и укреплять мышцы стоп, но и для того, чтобы тут также ведь происходит тактильное ощущение площадью стопы. Необходимо иметь палочки-моталочки, массажные колечки, ленточки. Но об этом мы будем говорить на следующих вебинарах, когда будут практические вебинары. Для чего палочки-моталочки, для чего массажные колечки, для чего ленточки. Это все мы разберем. Ну, рамки для обучения шнуровки, это в каждой группе есть. Игры для тренировки мелкой моторики рук. Это тоже есть. Мозаики, мелкие предметы, крышечки, игры с крупой. Все это есть в каждой группе. Для совершенствования тактильных ощущений используется различный природный материал. Очень любят дети гладить шишки, камни, ракушки. Для поглаживания используются ткани разной фактуры. Вот сейчас осень, такая благоприятная пора, когда ребенку можно принести в группу листочки, и детки с удовольствием будут пальчиками щупать листочки. Дети очень любят щупать вот разные предметы, прям вот любят. Такое получают наслаждение, когда они щупают, когда они поглаживают гладкую бумагу, лист бумаги или какой-нибудь
красивый меховой воротник. Я помню, у меня была бархатная юбка, детки подходят и гладят, и говорят: «Ой, как бархатно!» Очень им нравится поглаживание материалов, различные фактуры. Какой режим двигательной активности в детском саду? Физкультурные занятия 2 раза в неделю, утренняя гимнастика, подвижные игры в течение дня в группе и на улице во время прогулки, динамические паузы во время занятий и в перерывах между ними, динамический час в спортивном зале, самостоятельные занятия на тренажерах, если они есть, катание на велосипеде, самокате, игры с мячом. Здесь воспитатель приходит в спортивный зал и проводит свободное время вместе с детьми. Дети занимаются по своему усмотрению. Дальше бодрящая гимнастика после дневного сна в сочетании с ходьбой по массажным дорожкам. Это тоже двигательная активность. Дети делают гимнастику, потом бегут, проходят по массажным дорожкам. Нужно все это сочетать с речевым сопровождением. Дальше физкультурно-массовые мероприятия, спортивные праздники, дни здоровья, спортивные мероприятия, спортивные соревнования, плавание в бассейне. Вода, она вообще положительно влияет на ребенка с детским церебральным параличом. Плавая в бассейне, ребенок расслабляется, ему легче сгибать руки и ноги. А ведь у ребенка с детским церебральным параличом еще большой бич то, что у него контрактуры суставов, тугоподвижность суставов, которые приходится разрабатывать, медики разрабатывают во время проведения массажа, родители разрабатывают суставы, тугоподвижные суставы. Вот плавание в бассейне, оно расслабляет тело ребенка, и ему легче сгибать ногу в том или руку в том или ином суставе. Ну и двигательная активность, музыкально-ритмические движения на музыкальных занятиях. Следующий момент, тут пока я не буду, он не описан в текстовом формате, я расскажу вам. Соблюдение двигательного режима непосредственно для детей с ДЦП и для деток с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ребенок, любой ребенок, в одной позе не должен находиться более 20 минут. Почему? Потому что мышцы у ребенка еще слабые, не окрепшие, и долго сидеть в одной позе ребенок устает. Следующее – это контроль за положением головы. Мы уже говорили. Контроль за осанкой. Подбор мебели по росту ребенка. Когда ребенок сидит, у него ноги не должны свисать, а должны стоять с опорой на всю ступню. Для ребенка с ДЦП можно сделать подставочку под ноги, для того, чтобы передняя часть стопы, она была повыше. Тогда у него происходит непосредственное растягивание мышц стопы, и вот устраняется тугоподвижность голеностопного сустава. Пяточки пониже, носочки повыше. Ноги при сидении у ребенка должны быть немного разведены. Почему? Если в детский сад ходит ребенок со спастической диплегией, у которого больше поражены ноги, то вы, наверное, видели, что у этих детей перекрест ног. Ноги скрещенные. Одна нога находит на другую. И вот для того, чтобы посадить этого ребенка, его можно зафиксировать к скамеечке. Надо между коленок проложить валик для того, чтобы устранить эту порочную позу приведения бедер друг к другу. Можно во время занятия положить мягкий мячик, надувной мячик. Это тоже способствует устранению привычного положения, порочного положения приведения бедер. Ребенку полезно сидеть верхом на валике, что тоже способствует устранению порочного положения бедер.
Также воспитателю необходимо соблюдать ортопедический индивидуальный режим, данный врачом-ортопедом и врачом-неврологом. Что здесь подразумевается? Это ношение медицинских изделий. Деткам назначают такие приспособления, как тутера, одевают на ноги. Ну, это научить воспитателя правильно одевать тутер ребенку должен медицинский работник, потому что здесь даже одному воспитателю порой невозможно одеть тутер, потому что у ребенка тугоподвижность суставов, и сустав надо вывести в среднее положение, а потом одеть этот тутер. Ну, тутер он представляет, раньше были тутера кожаные, мягкие такие, а теперь тутер представляет из себя такой пластмассовый сапожок, очень неудобный, очень ребенку в нем некомфортно, ребенок часто плачет тогда, когда одевают ему этот тутер, но тем не менее считается, что он помогает ребенку. Назначают ортопед шинки на руку для того, чтобы устранять пронаторное положение кисти. Назначают корсеты детям со сколиозом. Назначают ходилки для ходьбы в группе по коридорам детского сада. И следующее правило – это обязательное ношение ортопедической обуви. Все дети с нарушением двигательного аппарата должны носить ортопедическую обувь. Обувь, которая крепко фиксирует стопу. Ботиночки крепко зафиксирована стопа, и стопа находится в среднем положении. Следующий момент, на который мне хочется обратить, это если у вас в группе есть ребенок с ДЦП. Здесь мы поговорим о человеческих качествах воспитателя. Каким должен быть воспитатель? Во-первых, это уважение к ребенку. Ребенок – это маленькая личность, и принимать его необходимо таким, какой он есть. Он не виноват, что он в этот мир пришел с таким сложным заболеванием. И ни одна семья не застрахована от того, что может случиться такая беда. Так что такого ребенка надо принимать таким, какой он есть. Они бывают разные. Они бывают сопливые, они бывают слюнявые, они носят памперсы, потому что бывают случаи недержания. Но надо такого ребенка принимать. Надо понимать то, что пока ребенок находится в детском саду, он нуждается в помощи взрослого. И взрослый всегда протянет ему руку помощи. Ребенок нуждается в помощи. Ему очень сложно застегивать пуговицы, ему очень сложно одеваться, ему очень сложно наклониться и одеть ботинок. Здесь воспитатель должен быть помощником, должен подставить под ногу табуреточку или маленький стульчик для того, чтобы ребенок поднял ногу, и ему было легче одеть ботинок или сапожок. Воспитатель должен обладать умением слушать и слышать ребенка, видеть изменения в его состоянии. Чаще улыбайтесь, обнимайте таких детей. Ведь никто не знает, что ждет его дома. Принимают его дома таким, какой он есть. Поэтому в детском саду замените ему маму. Обнимайте. Обнимайте не только маленьких детей, но и обнимайте своих взрослых детей. Им так это нравится, когда мамы обнимают детей. Терпение. Овладение двигательными навыками происходит поэтапно, требует много времени и большого терпения со стороны взрослого. Не надо ребенка торопить и погонять. Взрослые очень часто любят произносить слово «быстрее». Быстрее одевайся, быстрее кушай, быстрее мы тебя ждем, мы опаздываем. Ребенок с ДЦП не может быстро выполнять задания. Он будет выполнять какое-либо движение в силу своих двигательных возможностей. Ребенок не знает, как выполнить то или иное движение, а мы еще будем его торопить.
Это может вызвать насильственные движения, может вызвать тремор рук и ног, то есть дрожание. Возможно, даже проявление судорожного синдрома, если у ребенка таковой есть. И воспитатель об этом должен знать. Умение хвалить ребенка – немаловажное качество. Хвалите за самый маленький успех. Не жалейте для ребенка добрых слов. Есть замечательное упражнение. Ой, как любят дети такое упражнение «Похвали себя». Ребенок, пораженный рукой, гладит себя по голове и хвалит себя. Вот представьте, вы помогли ребенку, повернули руку, положили ладонью на голову его, пораженный, вот у него рука так, а вы повернули ему руку, и он гладит себя по голове. Каких только слов он не произнесет добрых про себя. Не просто я хороший, я солнечный, я улыбчивый, я трудолюбивый, я красивый. Здесь он, наверное, этим хочет сказать, что он хочет слышать эти слова про себя. Выполняя это упражнение, мы убиваем 2 зайцев. Играя в это упражнение, ребенок не замечает грани между игрой и лечением. У него повышается его психоэмоциональный статус. Он расцветет в такой улыбке от добрых слов, сказанных про самого себя. Или добрые слова, давай скажем добрые слова про маму. Какая она у тебя? И ребенок тоже скажет столько много добрых слов. Может быть, мама и не такая, но ему хочется, чтобы мама была такая. И он очень много красивых, добрых слов скажет про свою маму. А просто мы поиграли в игру «Похвали себя». Мы поработали пораженной рукой. Мы улучшили движение в руке. Мы показали, как рука должна двигаться правильно. Ведь очень важно, когда воспитатель учит правильному движению. У ребенка не сформировано вот это вот представление о правильном выполнении движения, а здесь мы выполнили это движение правильно. Дальше. Не надо проявлять жалость к ребенку. Иногда взрослому хочется самому быстро выполнить задание, а это шаг назад. Иногда смотришь, ребенок медленно спускается по лестнице, медленно держится руками за поручни, потому что его так научили правильно держаться руками не за поручни, а за перекладины, лестничные перекладины. А воспитатель, он спешит на занятие, у него время поджимает, он может схватить этого ребенка и на руках спустить. Не надо. Лучше выйти раньше или оставить ребенка с помощником воспитателя. Пусть он спустит его, но ребенок должен этот путь пройти сам. Ребенок, который сам ходит, который уже самостоятельно передвигается. А если мы переложим на свои плечи все эти движения, то это будет огромный шаг назад. Также и родители. Вот смотришь родителей, им легче схватить ребенка, поднять на руки. Ребенок большой, 7-летний, а эта мама тащит этого ребенка на музыкальное занятие. Ноги волочатся по полу, ребенок уже выше мамы, а она, бедная, тащит его. Да не спешите. Лучше вы не выполните какое-то задание по аппликации, вы потом придете, сделаете. Выйдите раньше с ребенком и спуститесь с ним по лестнице. Спуститесь медленно, проговаривая каждое движение. Мы поднимаем ногу, спускаем ее на ступенечку, потом спускаем другую ногу. Следующая ступенька, поднимаем ногу, спускаем ее по ступенечке. Спускаем другую ногу. Не надо торопиться, не надо спешить. Тон общения с ребенком должен быть спокойный. Я уже говорила, если только разговаривать с ребенком на повышенных тонах, у ребенка все, меняется настроение, он становится плаксивым, раздражительным, он может отказаться выполнять задания, он может лечь на стол
и все, сказать, я ничего делать не буду. Следующее – это творческое отношение к работе. Придумывайте игры, придумывайте упражнения, чтобы ребенку было интересно выполнять движения. Игра – это самый доступный вид деятельности для ребенка. Вот при смене положения ребенка, когда ребенок сидит на занятии, он устал, ему хочется полежать. Скажите детям: давайте мы с вами полежим на облаке. Что для этого надо? Да просто кусок голубой нетканки. Положите на пол. Ребенок ляжет и представит, что он лежит на облаке, он отдыхает. Или превратите детей в Божью коровку. Сшейте полянку из ткани, полянку с зеленой травой, с зелеными цветами и превратите детей в Божью коровку. Они с удовольствием полежат, да еще поворочаются, да еще посопят. Или превратите детей в кошечек. На ковре котята спят, просыпаться не хотят, крепко спят спина к спине и мурлыкают во сне. Дайте детям отдохнуть. И так у них мышцы слабые, они устают. Дайте им отдохнуть. Не спешите какое-то выполнить задание. Пусть ребенок отдохнет. Ну и следующее. Воспитателю важно помнить, что у детей с ДЦП не только не сформированы двигательные навыки, но и отсутствует правильное представление движения. Значит, надо учить ребенка выполнять движение правильно. Каждое движение. Вот представьте, как здоровый ребенок делает это движение, как ребенок с ДЦП. Вот надо, чтобы ребенок встал со стула. Сидит посередине зала, было занятие по развитию речи, ребенок сидит на стуле. Надо, чтобы он встал. А как он встанет? Он не умеет. Его не научили. А чтобы встать, ему надо наклониться чуть-чуть, руки спустить и оттолкнуться. Здесь важна помощь воспитателю. Воспитатель может сначала взять ребенка за руки и подтянуть его. Вот этот момент может очень часто использоваться воспитателями в течение всего дня, который проводит ребенок в группе, и научить его правильно вставать. Сложно, долго, но надо ребенка учить. У вас такой ребенок в группе. Дальше воспитатель должен владеть информацией о здоровье ребенка, знать диагноз ребенка. С каким диагнозом? Ну, теперь представление вы уже имеете, какие формы заболевания ДЦП. Какие противопоказания даны ребенку в двигательном режиме врачом-ортопедом и врачом-неврологом. Если ребенок с судорогами, то задача воспитателя всегда держать этого ребенка в поле зрения во время приема пищи, во время занятий, во время дневного сна. Если воспитателя нету в спальном помещении, то в это время должен быть помощник воспитателя в спальном помещении, потому что очень часто судороги бывают у детей именно во время сна. И если этого не заметить, что у ребенка начались судороги, то можно ребенка потерять. Поэтому воспитатель должен этот вопрос согласовать с медицинским работником и выписать фамилии всех детей, которые имеют судорожный синдром. Такой ребенок требует особого внимания. На физкультурных занятиях таким детям не рекомендуется залезать высоко на гимнастическую стенку. Или если ребенок приподнимается, то обязательно быть рядом с ним, контролировать его. Таким детям не рекомендуются очень быстрые подвижные игры, потому что тоже это может вызвать судороги. Руку держать всегда на пульсе. Ну, и еще
соблюдение ортопедического режима, ношение ортопедической обуви, использование туторов, шин для рук, корсетов. Итак, в вашей группе есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья, ребенок с ДЦП. С ним нужно работать, с ним можно работать, с ним интересно работать. Ведь каждый успех ребенка, он сделал маленький шажок, это ваш успех. Дайте ему шанс выйти в большой мир с багажом знаний, умений и навыков. Это будет ваш вклад в его будущую жизнь. Пусть маленький, но ваш вклад. Потому что все вкладывая, вот эти вот первые вложения в дошкольном возрасте, они будут сохранены и в дальнейшей жизни ребенка. И я еще хочу сказать, что за время моей работы в детском саду, с того момента, когда я начала работать, пришла 30 лет назад работать в такой детский сад, я поддерживаю связь со многими детками. Да, это уже не детки, это уже взрослые ребята, мужчины, женщины по 35 лет. И среди них очень много успешных людей. Многие закончили высшие учебные заведения, работают программистами, работают психологами. Это же тут в их успешность вложен и наш вклад. И еще я хочу рассказать о девочке, которая пришла в наш детский сад. Я не буду называть ее имя, фамилию. Она пришла в наш детский сад больным ребенком, которая не ходила. Не ходила совсем. Ее принесла мама на руках. И вот что ребенок с гиперкинетической формой ДЦП, с размашистыми такими движениями, ее мотало из стороны в сторону. Она никак не могла остановить эти гиперкинезы, только с помощью специальных приспособлений, утяжелителей или с помощью точечного массажа. Но ребенок, он был такой устремленный ребенок, который говорил слово «я сам». Вот это кредо у многих успешных детей, которые имеют последствия детского церебрального паралича. «Я сам». И вот благодаря этому сочетанию двух слов «я сам» они стали успешными. Эта девочка, она прекрасный художник. Она рисует такие картины замечательные. Я постараюсь на следующий вебинар скопировать ее картины. Она пишет стихи, она пишет прозу. Она плохо ходит, плохо разговаривает, но человек нашел смысл своей жизни. И в этом похвалю себя, похвалю воспитателей, похвалю учителей в той школе, в которой она училась, похвалю педагогов дополнительного образования, которые научили ее работать. Есть вклад в успешность этого человека. Так что работайте с детками с ДЦП, с ними очень интересно работать. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, мои контакты. Я всегда помогу в консультации, всегда поделюсь своими знаниями в копилку вашего багажа знаний. А сегодня это первая копилочка, багаж ваших знаний. Следующие копилочки будут уже практические. Приходите и слушайте. Я, Подорова Ольга Рымовна, прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. Так. Как тут у нас выключить все?
Ой, тут даже есть обратная связь.